Вербное воскресенье, которое отмечается у православных за неделю до наступления Пасхи Христова воскресения, в Камрадском кафедральном соборе Иоанна Предтечи было много прихожан. Внутреннее убранство собора было дополнено зелеными ветками вербы. Веточки в руках держали и все молящиеся в храме. Это большой для нас праздник, отмечали горожане. На гагаузском языке он носит название Сюд-Пазары. В этот день мы всем желаем здоровья, мира и добра и украшаем свои дома зелеными ветками вербы. Büyük gene yortu, büyünleste Süt Pazarı. Господь Иисус Христос герде büyünleste Иерусалима. Господь въехал в Иерусалим на ослике, и тысячи людей собрались посмотреть на Иисуса Христа и помолиться Ему, рассказывают прихожане. Люди уже знали о Его чудесах и спешили воздать Ему честь. Как сегодня произошел такое событие в жизни Иисуса Христа, Он вошел в Иерусалим. Это последний раз. Но предстоит страстная неделя последняя, черная неделя, в народе говорят так, и в Библии тоже так написано, когда мучили, когда Его предали и мучили Его, а потом распяли. Путь вхождения Господа в Иерусалим был устлан зелеными ветвями. Это собравшиеся славили Господа громкими словами: «Благословен Царь Израилев». И сегодня приходят люди в церковь, чтобы вспомнить об этих событиях и помолиться за себя и за своих родственников, и взять веточку вербы, чтобы украсить свои дома символом сегодняшнего праздника. Веточки вербы надо взять себе домой, поставить водичку и ставить возле иконы и молиться о здравии наших детей, наших отцов, матерей, внуков. Всех еще раз с праздничком. Всех поздравляю. Большой праздник, все это знают уже. И пусть у всех будет здоровье. Сегодня кушается рыба. Все люди смогут сегодня покушать рыбу. А на следующей неделе уже, как поп сказал, уже не кушается ничего. Ни рыба, ни мясо. Многие верующие по традиции сегодняшнюю веточку хранят в святом месте, где у них иконы. И она помогает в хороших делах и дом очищает. Вот так, насколько знаю, насколько учат священники. А всем жителям Камрата и Гагаузии, и Молдовы в сегодняшний день, чтобы стали подобрее, почище. Я поздравляю всех жителей Камрата с этим праздником. Вербное воскресенье называется. Желаю всем здоровья, удачи. Чтобы все были добрыми и счастливыми, и чтобы был мир на земле. Священнослужитель Камрадского кафедрального собора Иоанна Предтечи иерей Василий рассказал об огромной значимости входа Господа в Иерусалим и о том, как отмечается данный праздник у православных христиан. Вход Господня в Иерусалим, конечно же, это Господь приходит на свои вольные страдания. То есть Он приходит в Иерусалим для того, чтобы пострадать. Хотя все люди, те, которые веровали, все то есть торжественно кричали «Ассан, слава Вышнему Богу», то есть «Асанна, сына Давида», то есть восклицали, приветствовали его это вхождением. Но, конечно же, Господь приходит, скажем, на молодом осле, то есть приходит именно со смиренно, как тот осел идет смиренно, уклонивший свою голову на землю, то есть идя на свои вольные страдания, так и Христос понимал, что Он идет на вольные страдания, хотя все ему кричали, все ему кричали, что его восклицали Ему, радовались, славили Его, то, что действительно это такой человек, который пришел, но никто не знал, что Он приходит на страдания. И сам Христос это понимает, что Он идет на вольные страдания, что Ему надлежит пройти через то, в чем был смысл Его, о пришествии Его на землю, то есть пострадать ради нас, ради наших грехов, и именно человека приблизит к Богу. Вот в чем смысл нашего праздника, то, что Господь идет на вольные страдания, то есть этот Господь дарует нам спасение. Вот в чем смысл, то есть Господь пришел для того, чтобы открыть нам Царство Небесное. Для нас вот этот праздник является. В вербное воскресенье в Камрадском кафедральном соборе была отслужена праздничная литургия. Служил литургию священнослужитель собора архимандрит Ильян совместно с протоиереем Федором и иереем Василием.